В начале 20 века начался распад Османской империи, которую ускорила Первая мировая война. В 1918 году страна терпит поражение, и ее территорию оккупируют войска Антанты – англичан, французов и итальянцев. Через год Измир был оккупирован Грецией, после чего началась война за независимость, которую возглавил Мустафа Кемаль Ататюрк. Город Бей-Шихир входил в провинцию Конья, которая была занята итальянскими войсками. Здесь и появилось первое организованное народное ополчение – ингушский тайный отряд «Йолдаш» – «Товарищи», сформированный молодым бизнесменом и меценатом Сулейманом Сырры Кайдемиром. Успех отряда «Йолдаш» привел к формированию Кувай-Милье – подпольного партизанского движения в Бей-Шихире. Сулейман Бей тесно сотрудничал с подполковником Мехмедом Назымом, прибывшим в город для командования одним из военных корпусов в Конье. Кайдемир и Назым работали со старшинами городов, закупали оружие и вели набор ополченцев. Открытым противником организаторов был губернатор Коньи. Он поддерживал султана и был лоялен итальянскому командованию. Губернатор отправлял в Стамбул жалобы на Сулеймана Бештоева с требованием арестовать его за большевизм и раздачу оружия населению. Но прибывавшие инспекторы не обнаруживали в деятельности легального торговца пиломатериалами ничего подозрительного. А тем временем Сулейман Бей отдал свой особняк под штаб-квартиру Кувай-Милье и вносил большие пожертвования как в ополчение, так и в турецкую армию. Но донесения губернатора все же возымели действие. И летом 1919 года великий визирь Ферид Паша организовал восстание против Кувай-Милье в городе Боскор, в подавлении которого отряд «Йолдаш» сыграл одну из важнейших ролей. Уже осенью город Конья перешел под власть Кувай-Милье. Отдельные воинские части, вынужденные из-за французской оккупации отступить в Адан, прибыли в Конью. Вместе с этими военными группами отряд ингушей, как вспыхнувшая в Бей-Шихире искра свободы, организованно и дисциплинированно захватил всю Конью. Этот успех подвиг высшее руководство армии сформировать отряды Кувай-Милье наподобие Бей-Шихирского по всей оккупированной Турции. Сулейман Сырры Бей, ставший региональным лидером Кувай-Милье в Конье, расширил свою организацию и за короткое время проделал огромную работу. В зону его ответственности входила широкая территория, простиравшаяся от Центральной Анатолии до Средиземноморья. После этого отряд «Йолдаш» вливаются в регулярные войска. В 1919 году младший брат Сулеймана Абдул-Маджид в звании старшего лейтенанта командовал ингушским отрядом, воевавшим на Западном фронте. Сам Абдул-Маджид был ранен в битве за Афьон-Карахисар. В одной из газет Анкары в ноябре 1919 года появилась статья «Когда и как формировалась Кувай-Милье в Бей-Шихире». Турок, считавший, что растерял всю свою мощь, вдруг увидел, что ему грозит опасность быть раздавленным под ногами врагов, поднялся с колен и восстал. Почувствовав, что такие люди, как губернатор Коньи Джемаль-Бей, ведут страну к катастрофе, начали формировать общество под названием «Йолдаш». Затем присоединились к общенациональной организации с целью защиты жизни и права нации. Основными лидерами этого движения являются командир Назым Бей и Сулейман Бей из местной знати. Некоторые из турков отряда «Йолдаш» даже не владели турецким в должной мере, так как были эмигрантами в первом поколении.
Сулейман Бей происходил из ингушского тейпа «Бештой». Он родился в 1879 году в Назрани в семье Гайтимира Хаджи и Мати Бештоевых, в которой кроме него было еще 7 детей. Семья селится в Бейшехире, где Сулейман сперва заканчивает лицей, а потом юридический факультет университета Коньи. В 26 лет он получает сертификат «Торговец древесиной первого класса» и становится учредителем Османского акционерного общества национального развития торговли и промышленности вместе с партнером Амером Эфенди Бакалзаде. В 1918 году он строит деревообрабатывающий комбинат, который торгует древесиной по всей Турции и странах Европы. Очень скоро Сулейман, который взял фамилию Кайдемир от имени своего отца Гайтемира, становится известен в Конье как меценат и благотворитель. Он вносил большие пожертвования для нужд Бейшехира, Османского общества Красного полумесяца и правительства. В дни открытия Великого национального собрания Турции в 1920 году Сулейман Бештоев встречается в Анкаре с Ататюрком и после возвращения в Бейшехир становится первым мэром этого города. Его не станет очень скоро. 14 мая 1923 года Сулейман Кайдемир умрет от болезни в возрасте 33 лет. Опубликованных сведений об ингушах отряда Йолдаш немного, так как право на эту информацию имеют лишь их потомки, большинство из которых сегодня уже трудно установить, а написание имен в документах очень сильно изменено. На этом фото вместе с Сулейманом Бештоевым запечатлены Эмин Ахриев, Ахмед Таршхоев, Бири Махмуд Таршхоев, Бексултан Дзауров Салкхо, Юнус Гюргюль Тимурзиев, Осман Фуат Тачиев, сын Андарка из Ачалуков, родился в Ингушетии в 1890 году. Офицер Хамид Чонкур Таршхоев родился в 1891, сын Мухаджира Абдурахмана. Хамид Шишбот Евлоев родился в 1899 году. Его отец Шишха эмигрировал в Турцию из села Базоркино. Birçoğu Türkçe bilmiyor o zamanlar ama Yemen'de, Çanakkale'de hep şehit oluyorlar çoğunluğu.